Азиз һәм мөхтәрәм дин кардәшләребез, бүгенге вагыз бездә шушы Хашр сүрәсендә укылган 16-нчы аят хакында сөйләргә ниятләндек. Тәфсирдә галимнәр әйтәләр, бу Барсиса исемле шейх хакында дип әйтәләр. Аят, который был прочитан из суры Хашр, аят под номером 16. В толковании говорится, что ученые сказали, что это аят о величайшем ученый шейх, который жил 500 лет, и звали его шейх Барсиса. Представьте себе 500 лет жить и совершать богоугодные дела. 500 ел devamında namaz, 500 ел devamında ураза, 500 ел içinde zikir. Көпме савап алырга була һәм көпме дәрәҗә. Если сравнить с нами, мы живем кто-то 5, кто-то 50, но не 500, конечно. И он не просто жил 500 лет, а говорится, что именно 500 лет молился, совершал шейх Барсиса, совершал гайбадат в течение 500 лет. Опять же, если смотреть на себя, кто-то в 15 лет на намаз встает, кто-то в 35, кто-то в 45, а кто-то говорит, мне еще рано, я еще молодой. Хотя уже вроде пенсия, но до сих пор человек считает себя молодым. И удивительно, но то же самое говорили и давным-давно. Хотя можете удивляться незачем, так как люди всегда были людьми, в какую эпоху бы ни жили. Например, когда Умар ра-ди-аллаху анху видел каждого мальчика, который бежал в мечеть, харам в Мекке. Сейчас, конечно, дожди, даже снег есть в Мекке, но раньше такого не было. Жара стояла мощная, и даже люди жили под землей. Копали, подвалы делали, чтобы как-то уберечься от жары. Иначе было невыносимо. Сейчас, конечно, есть кондиционер, но в то время не было. И вот один мальчик, Умар наблюдал, как один мальчик через тень в тень, бегая, прыгая, быстро-быстро пробирался и читал намаз. И он как-то решил проверить. Интересно, с каким намерением он читает намаз. Ведь редко кого видишь, который с раннего возраста стал на намаз. Обычно же все говорят, я еще не созрел, я еще молод. И вот Умар ра-ди-аллаху анху выходит к нему навстречу и говорит, подожди, можно тебе вопрос? Мальчик говорит, да, спрашивай. И Умар ра-ди-аллаху анху говорит, зачем ты в такую жару бегаешь, прячешься от жары? Люди вон сидят у себя дома. И дома же тоже можно читать намаз. В принципе, что и мы делаем. И зачем, говорит, в мечеть-то бежишь? Жара такая. Мог бы, говорит, потом, когда? Тебе рано, якобы, еще. Успеешь, на пенсии, может. На что мальчик ему говорит, о, Умар, знаешь, плодоносящее дерево яблоня. Ведь яблоко падает не только, когда поспело, но и, говорит, есть яблоки, которые, говорит, падают, когда и зеленые, еще не поспевшие. Что ты, говорит, хочешь сказать? Я, говорит, хочу сказать, что я, зеленое, не поспевшее яблоко, могу упасть и предстать перед Всевышним Творцом. Как я, говорит, буду отвечать? Я же скажу, что, мол, успел бы, что ли, говорит. И вот мы говорили о шейхе Барсиса, который жил 500 лет. Это неудивительно, что Барсиса жил 500 лет, так как наверняка фариси знают, Сальман Фарси, он сам фарс, он жил 250 лет, Сальман Фарси. 250 лет жил, и
встретил пророка, увидел, уверовал лишь в 150 лет. До 150 лет он его не знал, не видел. И вот когда ему исполнилось 150 лет, он удостоился радости и величия, встретился с пророком и уверовал в него. Это был Сальман аль-Фарси. Он жил 250 лет. А в суре Хашр, в 16 аяте, где говорится про шайтана, который пришел и людям говорит: соверши нечестие, соверши куфр, а сам как раз отдаляется от этого человека. И вот этот шейх Барсиса, он очень известный шейх, 500 лет совершая деяния, он был набожным аскетом. И, естественно, из-за такого знания и деяния у него молитвы принимались. В разных источниках говорится по-разному. В некоторых источниках говорится, что братья пришли лечить сестренку. В других источниках говорится, что братья оставили сестренку. А в одном из источников говорится, что падишах имел дочку, но дочка была больна. И ему советовали, чтобы он шел к этому шейху, и если он прочитает молитвой, то она выздоровеет. Что и сделал падишах. Пришел к шейху Барсиса, он прочитал, дочка выздоровела, и шейх довольный, и падишах довольный, дочка здорова, целая, невредимая. Итак, эта история повторяется 2 раза. Но шайтан, как всегда, цель, чтобы человек сначала потерял саваб, затем потерял степень, дараджа, и главное, чтобы он потерял иман. Это цель шайтана. Он не преследует цель кого-то испугать или кого-то там пугать. У него только вот эти цели. И вот шайтан видит человека, когда у падишаха дочь 3 раз заболевает, а все советы давал, естественно, он. Откуда могли знать люди, что существует какой-то шейх? Ведь он был аскетом, и кто знал, где он живет? Ведь он не был среди людей. Он жил где-то в горах. А шайтан знает. И вот 2 раза он советовал, чтобы он дочку лечил, и на 3-й раз он приходит к нему и говорит падишаху: еще раз иди к шейху, ведь он 2 раза вылечил, 3-й раз вылечит, иди. И падишах идет к этому шейху. Но на сей раз она была тяжело больна, тяжелее даже. И падишах оставил ее, потому что это занимало больше времени, чем в предыдущие. Шейх Барсиса, взяв ее, читал молитвы. Напоминаю, он был набожным, таква, бик Аллахтан курыккан, гунахтан кашкан, һәм дә гел изге эш эшләгән 500 ел, дөнья кумыйша тик Аллаһка гыйбадат итеп яшәгән зур бер зат. И шайтан делает ветер, и когда шейх Барсиса читает ей молитву, ветер приподнимает платье у этой девочки. Шейх Барсиса же, когда читает молитву, видит оголенное тело и сразу закрывает глаза и говорит: астагфируллах, астагфируллах. Известно, есть хадис, где говорится: «Ан-назаратуль уля лак ва-thani алейк». Первый взгляд тебе. То есть, если посмотрел, то прощается. «Ва-thani», второй взгляд, если 2 раз посмотришь уже, то это уже алейка, это уже против тебя, то есть это уже грех. Ангел Ракиб пишет грех. В первом случае, если увидел случайно, нечаянно, тогда не пишется. Шайтан в виде васваса, то есть нашептывание пошелды. Ты уж 1 раз посмотрел, теперь у тебя дорожья упала, теперь ты совершил грех, ангел записал грех.
Шулай итеп, бутый башлый көңелен, фикерләрен. Монда бөтенесе чуалып бетә. Он все путает его мысли, сердце, ум, разум и говорит: раз уж один раз посмотрел, посмотри второй раз. Она красивая же. И, естественно, он не удержался, второй раз посмотрел. А она больна, платье открыто, и шайтан снова продолжает, потому что цель еще до конца не выполнена, ведь надо иман забрать, а не просто в грех. И шайтан говорит: ты видишь, посмотрел, не постеснялся, второй раз посмотрел и не испугался. Ну теперь совершишь зина, прелюбодеяние. Тут никого нет, говорит, красивая тем более. И шейх Барса и в этом проигрывает и совершает прелюбодеяние с этой девочкой. Затем шайтан говорит, опять же, он уже, конечно, невидимый, это только здесь, вась-вася, нашептывание, и шайтан говорит: смотри, говорит, ты же знаешь, в курсе, что чья дочка, и также ты знаешь, что теперь о тебе идет слухи, что ты великий, ты лечил 2 раза, теперь 3-й раз лечил. А тут, представь себе, узнают, что люди, оказывается, есть такой великий и на грех совершил, прелюбодеяние сделал. Поэтому, говорит, что сделай, говорит, избавься от нее. Что он и сделал? Взял ее, убил и закопал. И теперь сидит и думает, что же теперь делать? Ведь уже дело совершено, да еще и какое. И шайтан ему васваса делает, опять же этот фикр, мысль. Придет за ней. Скажи, что вот она сильно болела, в 1-й раз болела, вылечил, 2-й раз вылечил, но 3-й раз не смог, умерла, и я похоронил, вас так долго не было, говорит, и все, говорит, дело, говорит, с концом. И так и происходит, действительно, приходит падишах, он говорит, вот, я пытался лечить, 1-й раз смог, 2-й раз смог, на 3-й раз не смог, она заболела, умерла, я похоронил. Шейх, который был известен своим знанием и набожностью, не стал подозревать падишаха о том, что он мог бы что-то сделать. И сказал, ну ладно, судьба Всевышнего, поэтому я пойду. И ушел. Шайтан же уже в виде человека приходит к падишаху и говорит: о, падишах, что-то здесь неладно. Может, откроем, посмотрим, что там в могиле. Кабирда насадар бальки бардур бирар из. Падишах говорит: зачем открывать могилу? Известно же, заболела. Мы знали, что она болела. Умерла, все, говорит. Может, говорит, все-таки посмотрим, говорит, попрощаемся хотя бы, говорит, увидим, говорит. Падишах соглашается. Открывает могилу, смотрят, на шее следы веревки. И все. Шайтан был прав. Действительно, он не убил. Следы есть. Затем берут этого шейха и во дворец, чтобы казнить, чтобы он получил наказание. Представьте, в площади все люди собрались, и он посередине, прямо в центре, и уже веревка уже на шее. И он стоит. И приходит шайтан, видит человека и говорит: хочешь, я тебя спасу? Он говорит: как ты спасешь? Ведь веревка уже здесь, на шее. Ну как, говорит, ну ты же знаешь в 1-й раз, как я, говорит, тебе, говорит, помог. Ты, говорит, выздоровел, помог ей, говорит, излечиться. Как ты, говорит, помог? Это я, говорит, тебе, говорит, помогал. Я, говорит, все, говорит, организовывал. Я, говорит, тебе, говорит, привел, говорит, ее отца, говорит. Это все, говорит, я делал. Помнишь, говорит, я тебе говорил, что вот так сделаешь, ты все делал, говорит, прелюбодеяние, говорит, сделал. Я, говорит, все могу. Я, говорит, не только тебя, говорит, могу убедить, я всех могу убедить, что ты хороший, и тебя просят и освободят. Ты же, говорит, мне поверил, другие тоже, говорит, поверят, и шах поверит, и падишах поверит. Он говорит: хорошо, говорит, я согласен. Смотрите, шейх, который 500 лет молился, согласился, чтобы шайтан ему помог. Конечно, шайтан был в виде человека. Здесь можно, конечно, ошибиться нам. Но шайтан что говорит, хоть и в виде человека?
Я тебе помогу в том случае, когда ты совершишь сажда. Шейх говорит, а как я совершу сажда? Ведь я же уже на полпути. Одна нога здесь, как говорят про старших поколений. Вторая уже тыгаду неда. Bu шейх ташлайтыра. Уже вроде улерге намаз, зикр, гилем. И он говорит, ничего страшного, вот так сделаешь, это говорит, будет знаком, что ты говорит, совершил сажда. Хорошо, говорит. И это вот первый человек, который навсегда в аду. Халидина фиха абада. Если аяты из Корана адресованы к неверующим, которым сказано, что они вечно в аду, а тут верующий человек 500 лет молился, 500 лет совершал намаз, 500 лет делал зикр, 500 лет жил один, от греха подальше, и закончилась история чем? Что он навсегда, вечно в аду. По какой причине? Он сказал сажда. Он сделал сажда. И нам же что остается из этой истории, что мы молимся 5-50 лет, может еще меньше намаз читаем. У нас намаз, в отличие от этого шейха, знание от этого шейха. И как нам уберечься от такого положения? Конечно, здесь поможет только знание. Знание акаида, вероубеждения, акаид. Не только знание или цель научиться читать Коран, буквы. У всех цель буквы читать научиться, таджвид научиться правильно читать, правильный Коран. А как правильно верить, и что такое иман, и что такое куфр. И одним словом, иманның шартлары, столпы имана. И то, что мы матуридиты, имам Матуриди, наш предводитель, наш имам Матуриди, очень мало кто знает об этих темах. А это самая главная тема. Иначе, как вот с этим шейхом, может случиться такая история, что навсегда и вечно в аду. Но если кто-то скажет, ведь он говорил «Ла иляха илlallah», а хадис есть «Ман каля ла иляха илlallah зайдет в рай», «Ман каля ла иляха илlallah дахаля джанна». Есть такой хадис, действительно. Есть кто-то действительно, который любит читать, кроме акайды, еще хадисы на русском, на арабском. Здесь сразу можно сделать пометку, что не только кто скажет «Ла иляха илlallah» зайдет в рай, потому что сейчас у любого спроси, все знают «Ла иляха илlallah». Вот наверняка те, которые приехали издалека, когда брали патент, наверняка были люди, которые говорили, что «Ла иляха илlallah», да, муслим, да, а он неверующий. Я таких вот видел. То есть сам человек, который выдает эти патенты, говорит «Ла иляха илlallah», да, он не мусульманин. А вот здесь знает «Ла иляха илlallah». Зайдет в рай, что ли он? Он не зайдет в рай. Ведь он просто говорит «Ла иляха илlallah». Поэтому в хадисе, где говорится, что кто скажет «Ла иляха илlallah» зайдет в рай, нужно, опять же, для этого не просто прочитать и понять, а нужно с учителем сидеть и разбирать, что это означает «Ла иляха илlallah». И вот 500 лет жизни шейха Барсиса вот на этом и завершается.